время прибыть на мероприятие, которое в нашем вузе организует Федеральная автономия курдов Российской Федерации, вот ее руководитель Падиев Фаргат Абдурахманович. Мы вас от души приветствуем. Давайте поприветствуем всю делегацию, которая в национальных костюмах. Вот, мы вас приветствуем в лучшем городе на земле, городе Пятигорске, столице Северо-Кавказского федерального округа и главном городе Кавказских минеральных вод. Приветствую вас в Пятигорском государственном, как говорят наши студенты, замечательном университете открытых сердец и добрых улыбок, университете, открывающем и преобразующем мир. Это наш бренд сегодня. Нам особенно приятно вас встречать по целому ряду причин. Во-первых, у нас вуз очень многонациональный и многоконфессиональный. У нас есть целый ряд отличительных особенностей. Если мы возьмем по составу национальному, у нас ежегодный состав более 90 национальностей, только российских граждан. Учились у нас и российские курды. Я вчера попросил спросить, если сейчас, мне сказали, в этом году выпустились, вот были ребята даже вот выпускного уровня, но вот на сегодняшний день курдов нет. Среди 90 с лишним национальностей. Вот, в ВУЗе представлены сейчас по статистике 73 региона Российской Федерации и 44 зарубежных страны на конец прошлого, начало нынешнего учебного года. И вот я хотел бы подчеркнуть, что и очень многоконфессиональный состав, поскольку у нас представлены все традиционные религии для Российской Федерации. У нас, конечно, студенты есть и религиозной православной направленности, очень большой процент студентов исламской ориентированности, скажем так, ну это традиционно для Северного Кавказа. У нас есть и представители армянской церкви, грузинской церкви, греческой церкви. Вот, у нас представители есть католической, поскольку есть немцы, есть поляки. И это тоже часть, кстати, нашего населения, это наши российские граждане, не только иностранцы. Ну и у нас даже представлены и такие интересные, как буддисты, поскольку есть студенты из Республики Калмыкия. И вот, конечно, чтобы такой многонациональный, многоконфессиональный состав чувствовался уютно, у нас, конечно, очень сильная межнациональная политика в ВУЗе и сильная молодежная политика направлена на то, чтобы каждый студент раскрылся, чтобы каждый студент получил свое предназначение. Я думаю, что наши студенты, молодые люди это очень ценят, чувствуют они себя очень свободными, вместе с тем они, как вы обратили внимание, очень дисциплинированные. Им одно позволяет делать и другое. Ну и хочу сказать, что в свое время ВУЗ вырос из Педагогического института иностранных языков, которым мы стали в 1961 году. Было 4 языка тогда: английский, французский, немецкий, испанский. Сейчас мы в ВУЗе можем давать до 24 языков. Это и европейские языки, и восточные языки, и наши местные языки. Ну, другое дело, что спрос, к сожалению, разный на разные языки. Вот. А кроме того, для того, чтобы создать обстановку в ВУЗе в целом, возможности изучения языков и культур, и работать, опять же, с нашими национально-культурными сообществами, которых очень много на нашей территории, мы начали проводить в ВУЗе политику открытия центров. Я думаю, вам такие центры могут потом показать, в том числе на этом этаже есть несколько центров. У нас сейчас 17 открыто центров языков и культуры. Многие из них связаны, опять же, с нашей территорией, потому что северокавказские народы – это наши народы, греки – это наше население, у нас целые греческие поселения, здесь, опять же, немцы, поляки, евреи, вот, другие направления. Это вот все наши направления, мы очень плотно с ними работаем. Ну, я еще одну причину скажу, она личностная.
я уже вам в частной беседе перед этим сказал. Дело в том, что мне посчастливилось учиться с ребятами-курдами в свое время. Я учился с 1976 года по 1981 год. У нас было большое количество иностранных учащихся, и мы с удивлением обнаруживали, что многие ребята и девушки из арабских стран, Сирия, Ирак, Ливан, прежде всего, вот, они, оказывается, были по национальности курды. И курдский платок знаменитый, он вот у нашего гостя есть. Прошу обратить на него внимание. У нас многие наши советские, российские студенты, поскольку жили в общежитии, третье общежитие тогда было интернациональным общежитием. Мне, кстати, потом пришлось еще и быть председателем студентов этого общежития, и я там создавал интерсовет. Вот курды были одни из самых активных. Они были представители молодежных движений, они поэтому направлялись в Советский Союз, учились, естественно, на бесплатной основе, у них стипендия была неплохая, у них 100 рублей была стипендия, у нас 40, вот, обычная, а повышенная еще повыше была. Их обеспечивали одеждой, такой был порядок. И вот они не давали мне жить, потому что они в интерсовете, в этом, который в третьем общежитии был, они ночами обсуждали политические вопросы. Причем спорили очень. Одни были коммунистической направленности, другие демократической, третьи там национально-патриотической. Но у нас в ВУЗе это было очень мирно, они все очень дружили хорошо, мы с ними дружили. Ну и потом я был с 1992 года деканом крупного факультета, у нас был крупный очень факультет тогда, иностранных учащихся. И тоже учились ребята и девчата курды. Их было довольно много. Поэтому для меня и курдская одежда очень знакома, платок национальный очень знаком, кстати, очень полезный, такой теплый, красивый. Вот. И я очень рад, что я прикасался к курдской культуре. У нас были большие фестивали, праздновали даты, свои важные очень для народа, и мы им всегда тоже помогали. Даже на большой сцене нашего вуза, вот до сих пор у нас этот большой актовый зал, мы его, конечно, модернизировали. Так что я хотел бы сказать, Фархад Абдурахманович, что вас здесь уже любят, уже ценят. И я очень рад, что вы представите все богатства вашей национальной культуры. Спасибо вам, самого доброго. Я выражу слова благодарности за то, что вы сегодня приняли нас, представителей Федеральной национальной культурной автономии курдов Российской Федерации, и рассказали очень много интересного из своей жизни, из того, что происходило в здании данного университета. И хочу от имени всей ФНК курдов выразить благодарность. Я надеюсь, что все те студенты, которые сегодня здесь присутствуют, они останутся довольными по итогам нашего мероприятия. Я тоже надеюсь, спасибо огромное. Вот, и я хотел бы вам, дорогие друзья, сказать, что Фархад Абдурахманович член президентского совета, Совета по президенте по межнациональным отношениям. То есть это очень высокий уровень представительства. Всего доброго. Я прошу, подготовьте по комплекту сувениров наших, вот таких наиболее. Там мы выпускаем некоторые интересные журналы, вы тоже из журналов увидите, сколько у нас делается по этой линии. Но я вас оставляю с Эльвирой Дмитриевной, она уделит внимание Вадимом Валерьевичем. Всего самого доброго. Спасибо. До свидания. Ну, уважаемые друзья, мы тогда с вами начнем. Начнем мы с того, что я вам оглашу темы, которые мы сегодня затронем. И надеюсь, что мы успеем рассмотреть все аспекты курдской культурной жизни и узнать, что из себя представляет курдский фольклор, что из себя представляет вообще курдский народ как этнос, и что из себя представляют курдские танцы, музыка, национальные инструменты и так далее. Так, сейчас у нас регламент 10 минут на каждого выступающего. Я приехал не один, здесь со мной
мои друзья, коллеги, члены Федеральной национальной культурной автономии, которые подготовили специально для этого мероприятия и тоже расскажут вам о том, что из себя представляет курдский народ, курдский этнос и курдская культура. Так, первая тема – Курдистан, курды. Далее, особенности национального танца, нам рассказывает Шореш Абы, курдский фольклор, Нуре Ашиви, этническая музыка и влияние на современную культуру, музыкальный инструмент как феномен духовной культуры, разновидности национального костюма. И у меня такая будет просьба, мы по итогам нашего семинара организуем с вами такую небольшую викторину, поэтому постарайтесь слушать внимательно, поскольку на викторине будут вам задаваться вопросы, и те, кто правильно ответит на эти вопросы, у нас тоже для вас будут небольшие сувениры. Договорились? Все, тогда... Договорились? Да. Тогда начнем. Что из себя представляет курдский этнос и где находится территория проживания курдов? Вот вы сейчас видите на экране карту. Здесь белыми линиями обозначены территории государств, ныне существующих в этом регионе. Сверху это Турция, снизу слева это Сирия, правее внизу это Ирак и правее и справа на востоке это Иран. Курдистан располагается как раз на стыке вот этих 4 государств. Почему произошло так, что Курдистан оказался в составе 4 разных государств? Это во многом связано с историей, очень сложной историей судьбы данного региона. Изначально Курдистан был разделен между 2 государствами, тогда еще империями, Османской империей и Персией. Но по итогам Первой мировой войны и передела границ в 1923 году Курдистан оказался в составе 4 государств, потому что на фоне распада Османской империи возникли 3 государства – Ирак, Сирия и Турция. Но мы немножко уйдем вглубь. Что из себя представляет курдский этнос? Курды, как народ, говорят на индоевропейском языке. Если сравнить курдский язык с русским языком, то мы можем найти очень много общего. Курды проживают на Ближнем Востоке, а русские проживают на территории весьма отдаленной первоначально от этой территории. Но до сих пор, если мы сравниваем языки, мы находим очень много похожих слов. У нас в русском и курдском языке около 3000 общих слов. Я приведу несколько примеров. Например, когда курды что-то отрицают, они отрицают с помощью приставки «бе», как в русском языке «без». Без меня, без тебя, без меня, бемен, без тебя, бета. Местоимения у нас также похожи. Ас это я. Сегодня в русском языке не говорят я, но когда-то говорили ас, яс. Курды продолжают говорить ас. То есть эту древнюю форму сохранили. Если мы говорим меня, то курды говорят мен. Меня. Если мы говорим в прошедшем времени мы говорим мэ. Вы, в курдском языке вместо вы употребляют уэ, поэтому уэ. Они, ва. То есть корни мы прослеживаем очень много схожего. Если брать имена существительные, курды, когда говорят жен, жена, это женщина, жена, жена мэн, жена моя. Если мы берем, например, животных, если я скажу слово мышк, угадайте, какое это животное? Мышка. Мышка. Правильно. Но есть и такие интересные моменты, когда в курдском и русском языках есть названия животных, которые поменялись местами. То есть курды говорят псик, по-русски это песик. А курды говорят кучик, по-русски вроде бы похоже на котик, да? Но здесь меняется местами. Псик это кот, а кучик это собака. Есть еще такой интересный пример, когда мы берем слова баба и деда. В курдском языке и даже в русском языке есть слово девочка, девушка, дева. И почему-то, когда она пожилая, она становится вдруг бабушкой, вместо того, чтобы стать дедой. В курдском языке деда, де – это мать. Поэтому то, что в русском языке девочка, девушка,
И по идее деда должны были, слово деда тоже должно было быть женского рода, потому что дед, девочка, это мужчина, а баб это отец в русском языке. И в древнерусском батя, батюшка. Почему-то он вырос и вдруг стал дедой, а не бабой. Видите, есть такие интересные моменты. Конечно, нам неизвестно, почему это произошло, почему на уровне деда и бабы, дедушки и бабушки у нас в курдском и русском языках произошло такое изменение. Но в курдском языке бапир, опять, это дедушка все-таки, а бапир это бабушка. Вот есть такие интересные моменты. Дальше, если я скажу «аз заным», кто сможет угадать, что это может значить? Аз это я, заным. Меня зовут? Знаю. Аз заным, я знаю. Аз не заным, я не знаю. Да, то есть отрицание в курдском языке тоже идет за счет префиксов не, на. То есть есть такое отрицание. Кто же является предшественниками курдов? Курды считают себя потомками хуритов и медийцев. Сейчас мы посмотрим с вами на экран. Вы здесь на экране видите древние царства, которые находились на территории современного Курдистана. Это Хуритское царство, Кордуэна или Гордуэна, Урарту, Митани, Митанийское царство, Субарту, Куртия, царство Лулу, царство Кашу, Элам и Мидия в первоначальном его виде. И если мы сейчас сравним языки, на которых, или диалекты, на которых говорят курды, проживающих в этих регионах, мы обнаружим очень интересную связь. Здесь вы видите территорию распространения курдского языка, диалектов курдского языка. Самый распространенный диалект в курдском языке – это диалект курманджи. Здесь он закрашен оранжевым цветом. Курманджи. На курманджи говорят более 60% курдов. То есть курманджи говорящие курды более 60%, в пределах 65-67%. Дальше по распространенности диалектом является диалект Южной Курманджи. Сейчас его принято называть Сорани. На нем говорят, видите, темно-оранжевый цвет, курды, проживающие в Иране и проживающие в Ираке. Дальше идет по распространенности диалект Лори. Лори это вот красным цветом закрашен, это самый юго-восток Курдистана. И далее идут диалекты Кельхори, Лаки и Кырманчки. Кырманчки и Хаврамани. Всего в курдском языке 7 диалектов. Всего 7 диалектов. Единственным диалектом, на котором говорят курды всех 4 частей современного Курдистана, и в Сирии, и в Турции, и в Иране, и в Ираке, является диалект Курманджи. И когда мы совместим с вами две карты, которые вы видите на экране, диалекты, то мы увидим, что территории, где проживали хуриты и халды, вот территория Хуритского царства, Митанийского, Кордуэны, Субарту, Мана и Урарту, Арата. Сегодня их потомки говорят на диалекте Курманджи. Территория, где была Куртия, у нас тут диалект Сорани, то есть Южная Курманджи. И далее, вот территория Кашу, мы специально проводили параллель, и поэтому видите Кашу, Касситы. Кашу это Касситское царство. Здесь говорят на Кельхори. Если сравнить эти диалекты, то Кельхори очень близок к Курманджи, несмотря на то, что территориально он располагается уже очень далеко. И Лори, они говорят на территории бывшего царства Элам. Так, если говорить о современном Курдистане, то современная территория Курдистана, так как обозначают ее курды, она по площади около 550 тысяч квадратных километров. И половина Курдистана располагается сегодня на территории Турции. Это восток и юго-восток Турции. Около 160 тысяч квадратных километров это иранский Курдистан, восточный Курдистан, и около 40 это сирийский Курдистан, и около 75 тысяч квадратных километров это территория Южного Курдистана, это иракский Курдистан. История Курдистана, она очень, и всего курдского народа, она очень сложная, и здесь
важное значение имело геостратегическое положение этого региона. И одной из главных проблем, главной головной боли Курдистана, современного Курдистана, было то, что здесь было обнаружено под Курдистаном нефтяное море. И сейчас нефть имеется и на территории Сирии, Ирака, то есть сирийского, иракского, иранского и турецкого Курдистана. И это стало одной из главных причин современной, так скажем, колонизации этого региона и нежеланием решать проблему этого региона. Недра Курдистана еще мало изучены, но уже сегодня известно, что здесь очень территория богата углем, железной рудой, ураном, серебром, горным хрусталем, мрамором, гипсом и многими другими полезными ископаемыми. И главный источник, главное богатство этого региона, конечно же, является пресная вода. Здесь протекают известные вам реки. Кто знает, какие реки протекают на территории Курдистана? Известные, даже в Библии они указаны. Кто-нибудь может сказать? Какие вы знаете реки, которые протекают на территории Малой Азии, Междуречья? Междуречье получило свое название Тигр и Ефрат. Тигр и Ефрат, правильно, отлично, Тигр и Ефрат. Две главные реки, это Тигр и Ефрат, протяженность Ефрата 2800 километров, и почти половина, то есть 1110 километров протекает по территории Курдистана. Так, ну что еще хотелось бы добавить. Сегодня курдов насчитывается около, по разным данным, от 40 до 50 миллионов человек по всему миру. То есть курдский этнос, он очень большой. И в России, по нашим данным, проживает около 300 тысяч курдов. По переписи нас 67 с чем-то тысяч. Ну, видимо, немногие записались, и среди 5 миллионов в 2010 году кто-то из курдов не указал себя, или же как-то переписчики не нашли их, но в целом на территории бывшего Советского Союза сейчас проживает около миллиона курдов, и большая часть, конечно, на территории Азербайджана и Туркмении, России, Казахстана. Это 4 самых больших центра, где проживают курды. Дальше идет Армения, Грузия, Киргизия. Где не проживают курды, это Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония. В СССР туда курды не устремлялись. Но во многом курды оказались в этих республиках из-за тяжелой ситуации во время Второй мировой войны, когда были курды выселены с приграничных территорий, с Турцией и так далее, выселены в Среднюю Азию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Я, наверное, на этом закончу свое выступление, потому что есть много других интересных выступлений, касающихся непосредственно курдской культуры. И слово я предоставляю Шорашу Абы, который нам расскажет о курдских национальных танцах. Пожалуйста. Здравствуйте всем. Сегодня я вам расскажу о курдских танцах. Говент – курдский национальный танец. Курдский национальный танец называется говент или хальпарки. Говент – неотъемлемая часть культурной традиции курдов, жемчужина и гордость курдского фольклора. Танец, дошедший до нас в своем первозданном воплощении, стал зеркалом истории. Он сохранил в себе самую жизнь во всех его проявлениях, отражая события, пережития на протяжении многих веков. Особенность говента заключается в самой идее танца. Средствами хореографии говент повествует исторические сюжеты, о сражениях и отважных героев, воспевает силу любви и красоту традиций, раскрывает духовность и национальные ценности народа. По сути, это рассказ, в котором движения заменяют слова. Существует более 400 видов говенда, и в каждом уголке Курдистана танец обладает яркой индивидуальностью, присущей исключительно данному региону. Богатейшее многообразие живой фольклорной традиции бережно передается из поколения в поколение. С середины 90-х годов прошлого столетия танец курдский украшает площадки национальных фестивалей, проводимых во многих странах мира. Грациозный и темпераментный говент едва ли не единственный из существующих ныне танцев, который не потерял своей характерности и неповторимости в угоду эстрадной зрелищности. В сценической постановке говент профессионалами ценятся именно достоверность передачи, соответствие подлинность образа. Нет ни единой малоценной и незначительной детали ни среди элементов костюма, ни в рисунке танца.
как бы обстановка общественно-политической напряженности не отягощала работу Курского культурного движения, но во всех 4 частях Курдистана действуют десятки студий, школ, курсов и кружков по изучению и популяризации Говенда. На северо-востоке Сирии, даже в условиях военного времени, регулярно проводятся фестивали и концерты, посвященные национальным культурам региона. Впервые мировой театральной общественности Говенд представила блистательная курская балерина Лейла Бедерхан. Вы картинки видите. Лейла Бедерхан в начале 30-х годов 20 века. Ведущие издания Франции, Швейцарии, Германии, Италии, Испании, Египта и США восхищались загадочными образами танцовщицы и невиданной ранее техникой танца. СМИ нарекли Лейлу Бедерхан курской звездой, курской принцессой. Известный французский художник Джан Таргет, вдохновленный ее творчеством, написал картину Лейла Бедерхан «Танцующая курский танец». Успех исполнительского искусства балерине позволил продемонстрировать многообразие курской живой культурной традиции на международном уровне. В СССР коллективы Курского народного танца выступали с концертами в городах и провинциях страны, начиная с 20-х годов и вплоть до заката Советского Союза. Ансамбль «Алягяз» вступил с программой перед первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Владимировной Терешковой. Отдельно стоит отметить, курды Советского Союза даже в годы после революционной разрухи стремились к налаживанию эффективных работ в сфере культуры, отдавая этому направлению приоритетное значение. В 20-х годах в регионах, пораженных бедностью и голодом, Курское общество создавало школу для детей и учебные заведения для взрослых, преподавание в которых велось на родном для курдов языке. Большое внимание уделялось народному творчеству и искусству. Важно понимать, что десятилетия изоляции от внешних контактов оставили определенный отпечаток. Многообразность национальной культуры Курдистана оставалась недоступной для советских курдов. Но после распада Советского Союза и открытия межгосударственных границ культурная деятельность перешла в новую фазу. Восстановление связей курдских диаспор с Курдистаном значительно обогатило множество сфер жизни и в первую очередь напитало фольклорную традицию свежими красками. Так, в 1995 году в Москве при участии деятелей культуры Курдистана Мамустай Джавдат была организована танцевальная группа «Коман Мужин», что означает «новая жизнь», существующая до сих пор. Первые занятия и первые репетиции молодого коллектива проходили в поселке Солнечной Ярославской области. Создание «Коман Мужин» стало перерождением, новой жизнью Говенда в России. До этого момента демонстрация подлинных курдских танцев всех частей Курдистана и постсоветского пространства на российских сценах не имела массового характера. Инициатива одного коллектива всего лишь за несколько лет трансформировалась в целое культурное движение. По популяризации курдского танца на сегодняшний день во многих городах России зрители могут познакомиться с великолепным многообразием Говенда. Курдские культурные центры регулярно проводят мастер-классы и устраивают курсы для детей и взрослых, желающих изучать его технику и направление. Сейчас немножко про технику танца. По исполнительскому составу почти все виды Говенда – это групповые танцы. Его идея состоит в коллективном эмоциональном самовыражении. Национальный рисунок варьируется в зависимости от региона. Чаще можно увидеть круг, полукруг, прямые линии. Во время исполнения Говенда танцоры движутся слева направо, но в некоторых регионах Курдистана наоборот, справа налево. Отдельные виды Говенда исполняются исключительно на месте. При этом танцоры максимально используют пространство, раскачивая из стороны в сторону, активно работая плечами, наклоняясь вперед, сгибая колени до положения сидя или совершая попеременно полный поворот ряда. К таким танцам относятся Харзани, Джоткочари и некоторые другие. Вот это Харзани.
Главный акцент в большинстве видов говенда приходится на плечи, корпус и ноги. В единичных видах говенда танцоры активно задействуют бедра и голову. При всей кажущейся непринужденности говенд очень сложный групповой танец. Задача танцора, вне зависимости от количества участников, действия строго следовать ритму, не нарушая общей гармонии. Как правило, танцоры держат за руки или изящно переплетают мизинцы, что создает особую атмосферу единства и солидарности. Виды говенда, в которых танцоры соединяют мизинцами, выходят в общую семью под названием кличаны. Кличаны, состоящую из таких танцев, как сепе, дупе, герани, рубароке, синджаны, далило и тому подобное. Чуть реже встречается плечевая или поясная фиксация линии говенда. Слияние воедино обозначает неразрывные узы между людьми и их традиционной историей. Пример испанцев, которые танцуют с мизинцами. Видите, по количеству тут очень много людей могут танцевать одновременно. И все выполняют синхронное движение. Линиями говенда руководят двое. Первый танцор, возглавляющий движение сарговенди, ведет линию, задает ритм и направление, замыкает полукруг или танцует в конце ряда и бунговенди. Их легко узнать в толпе по взвивающимся над головой платками яркой расцветки. Платок в руке сарговенди и бунговенди обязательный элемент. В регионах Восточного Курдистана, именуемого также Рошхлад, сарговенди используют в танце один или два платка, что придает быстрым вращениями и прыжками фантастическую зрелищность. Линии говенда могут состоять как и из нескольких человек, так и из сотен. В дни национальных праздников улицы курдских городов похожи на бурлящие потоки горных рек и пестрят поражающими своей протяженностью хороводами. Женщины и мужчины танцуют вместе, что может показаться нехарактерным явлением для ближневосточной традиции. Эта отличительная черта говенда сформировалась не случайно и тесно переплетена с историей курдского общества. Второстепенность и теневое положение женщины испокон веков не были свойственными курдскому социуму. Говен служит отражением социокультурных ценностей курдов, система которых женщина обладает высоким статусом и равным с мужчиной свободами. Танец символизирует сплоченность народа, его характер, быт и образ мысли. Некоторые виды говенда исполняются женщинами или мужчинами сольно, под аккомпанементом национальных инструментов, как саз, деф, зурна, тамбур, кеманча, блюр, ней или акапелла. Танец, пример, который двумя платками танцует. Это танец из Южного Курдистана. Это сарговенди, они могут выходить и свободно танцевать. Это две платки. Регион Амет славится богатством сольного фольклорного танца. Один из самых харизматичных и неординарных танец сокола. Танцор движениями корпуса и рук подражает парящему в небе соколу. Быстрая тряска плечами, чередующаяся с покачиванием головы, напоминает поведение птицы на охоте. В конце танца исполнитель срывает с головы шашек, то есть мужской головной убор, кидает себе под ноги, припадает на колено и в стремительном изгибе корпуса подхватывает шашек зубами. Говенд настолько впечатляющий, что
околдовывает зрителя с первых секунд и создает иллюзию таинственного ритуала. Завораживающее зрелище представляет из себя говент с ножами. Также танцор или группа танцоров сопровождает свой танец речитативом, перемещаясь энергичными шагами по кругу и имитируя удары. Часто можно увидеть сольный говент и на свадьбе. Танцор импровизирует под ритм барабана, будто вступая в перепляс с воображаемым соперником или споря с музыкантами, кто кого переиграет, и вызовет больший восторг у зрителей. Это один из танцев из Амеда. Танец сокола. Курский говент всегда играл важную роль в распространении музыки, языка, истории. У каждого танца своя драматургия с запечатленными бытовым или историческим сюжетом. Например, танец хиджроки произошел от движения позаимствованных из проводимых старейшинами ритуалов, когда мудрецы собирались для таинства в стенах маленькой комнаты. Гульшени, танец, в котором девушка олицетворяет собой образ нежной розы, танцуя в одной линии с молодыми людьми. Бытовые сюжеты разыгрываются в таких танцах, как Баблякан. История путников, спасающих посреди заснеженных гор своих заблудившихся в разгар метели товарищей. Это Баблякан. А Говен Зерини повествует об истории любви неравных. Бедный юноша влюбляется в дочь богатого человека, и с этой минуты все его мысли обращены к сердцу возлюбленной. Движениями тела танцор пытается убедить девушку в искренности чувства. Решительно поступ и акцентированные шаги и удары указывают на целеустремленность и намерение преодолеть переграды. Мощные, но ловкие прыжки и резкий подъем корпуса символизируют борьбу за любовь. Я готов пойти на все ради тебя, даже если трудно, я добьюсь своего. Cami Shermana Zavdechaktar, Ashuri, Toba Mivana, Rezo Salam. Something you can get, Sarvini Gomende, Rezo Salam, Sajama. Deja, Vushka Ashe, Sarhadra, Sargabandi Abrahho. Говен Шамаме – один из самых распространенных танцев в Курдистане. В основном его исполняют справа налево, держась за руки и совершая разворот ряда в бок через левое плечо. Если в линии танцуют девушки, то ряд переплетается мизинцами. Название Шамаме танец получил в народе от одноименного названия песни. В действительности говен является вариацией шихани и хиджроки. Хиджроки – это общее название большой семьи танцев, распространенных в центральной части Курдистана – Ван, Хаккари, Ботан, Дахук, Захо. По сравнению с большинством видов говенда в семье хиджроки танец Шамаме отличается более быстрым ритмом и меньшей плавностью движения. Говенд особенно популярен среди молодежи, отнюдь не случайно. Происхождение Шамаме, можно сказать, мистическое и связано со старинными рассказами про джиннов. Одна из версий гласит, что танец достался людям в отместку от оскорбленного джинна.
По мифологии Джин очень хотел присоединиться к людям, весело танцевавшим Говен, но из-за сложности движения он не успевал за ритмом и нарушил гармонию ряда. Танцоры не пожелали останавливаться и выгнали его. Разозленный Джин вошел в душу музыкантов и заставил играть так быстро и долго, что люди падали от усталости. Пусть ваш танец будет бесконечным, пока звучат доходы из зерна, поверил Джин. И с тех пор шаманы под силу только самым выносливым. Сейчас показываем пример. Шорш, у нас уже регламент, время прошло, да, мы на 7 минут даже больше рассказали, чем нужно. Покажу последний танец. Так, это Говен Шермани, Говен Шермани. Говен это о сражениях, о победах. Это Кереква. Это Говен из Южного Кургана из 60-х. Так, итог я читаю и закончу. Говен разделил нелегкую судьбу своего народа и смело противостоял каждому удару, нанесенному по культуре. К сожалению, трагические события в курдском обществе повлияли и на богатейшую фольклорную историю. Начиная с первой половины 20 века, курдские национальные танцы многократно попадали под запрет, согласно законам государств, разделивших территорию Курдистана после распада Османской империи. План реабилитации Востока, разработанный властями на территории Курдистана, открыл одну из самых печальных глав в жизни курдской культурной традиции. Говен, так же как и курдский язык, был объявлен призывом к сепаратизму и подвергся репрессиям. Процесс разрушения национальной самобытности миллионов курдов восприняли как истребление культурных основ наследия. История человечества знает много примеров уничтожения народов посредством разграбления и развращения духовных ценностей. И беды, захлестнувшие Курдистан, в данном свете нельзя назвать исключением. Пройдя долгие десятилетия гонений, Говен сумел защитить и передать будущим поколениям исторически значимую память, стал символом противостояния и несокрушимой воли. Его вклад в сохранение национальной идентичности поистине велик. Сакральный смысл заложен в каждой грани хореографии. Мы едины, мы вместе, мы одно целое. Говен и по сей день олицетворяет собой свободу курдской души и рождающейся в танце. Все, спасибо. Спасибо за внимание. Попрошу следующих докладчиков не затягивать сильно с временем. Сейчас я приглашу сюда Амину Алиеву. Она выступит с докладом о курдском национальном костюме. Мужской и женский национальный костюм и его элементы. Пожалуйста. Добрый день. В своей презентации я хотела бы рассказать о курдском национальных костюмах. А сейчас внимание на экран. Some
Начнем с женского курдского национального костюма. Женский костюм состоит из следующих элементов. Кофи – это головной убор, который состоит из деревянного круглого става, обшитый снаружи плотным ярким сукном красного цвета и украшенный золотыми или серебряными монетами. Поверх куфи, в задней его части, завязывается платок с бахромой. В передней части куфи закрепляется шелковым платком – хираты. Куфи носят только замужние женщины. Девушки ходят с непокрытой головой. На тело надевается крас, тонкая рубаха, длиной по пояс, и туман, длиной чуть ниже колена, с тонкой сборкой в ее нижней части. Поверх рубахи надевается кортек, велюровый жакет, обшитый яркими лентами в форме ромба или зигзага. Поверх тумана спереди завязывается мезер, передник с тонкими лентами, а также дерепеште, фартук, который завязывается сзади. И сверху эта композиция фиксируется кембера, как вот у меня. Снизу надевается дарпи, широкие штаны длиной до середины голени. На ноги надеваются горя, чулки. В холодное время года горе рыс, шерстяные носки, а поверх чарах кожаная обувь на веревочках. Такой костюм одевают в северных холодных регионах Курдистана, например, в Сархаде, который граничит с Грузией, Арменией и Азербайджаном. А поскольку абсолютно большинство курдов России постсоветского пространства – это выходцы из Сархада, поэтому этот костюм широко использовался и используется сейчас. В теплых регионах Курдистана женский костюм состоит из следующих элементов. Дасмал – платок, либо фино – шапочка, расшитая монетами. Дасмал обычно носят обрученные девушки, фино – девочки и незамужние женщины. На тело надевается крас, нижнее платье, рукава которого имеют на концах длинные треугольные выступы. Обычно при ношении концы рукав связываются сзади, но можно, не связывая, закинуть концы рукав на плечи. Поверх краса надевается фистан, накидка. Снизу надевается дарпи, широкие штаны, собранные у щиколотки на резинку. Здесь перечислены не все разновидности курдского женского костюма, а приведены лишь две основные группы. Первая, состоящая из множества элементов юбок, рубах, жилеток, штанов и прочих. И второе, состоящих из платьев и накидок. Курдские женские костюмы, в отличие от мужских, вне зависимости региона проживания курдов, шьются обычно из очень ярких насыщенных цветов. Это красного, желтого, синего, зеленого и многих других. Мужской курдский национальный костюм состоит из следующих элементов. На голову курдские мужчины надевают клав, войлочную шапочку, которая оборачивается платком, называемым мешки. Платок представляет собой четырехугольник с бахромой по краям или без нее, длиной примерно в 1,5 метра. Сначала платок складывается в треугольник, а потом скатывается в жгут толщиной сантиметров 10. Берется двумя руками и накладывается на затылок. Затем правый край оборачивается вокруг головы против часовой стрелки, от основания клава до макушки. Левый конец платка остается свисать свободным, либо вправляется сверху, еще больше фиксируя клав. Существует не менее 20 разновидностей завязывания платке на голове. Мужчина, снимая платок с головы, набрасывает его на плечи, либо использует в качестве шарфа. На тело надевается крас, рубашка, шал, широкие штаны. Шал бывает несколько видов: широкие и ровные по всей длине, широкие в верхней части и собранные на резинку у щиколотки, широкие в верхней части и суженные от колен до щиколотки. На пояс поверх краса и шала наматывается шутек, 20-метровая ткань, которая играет не только роль элемента национального костюма, но и используется мужчинам во время тяжелой физической работы, например, подъема или перетаскивания тяжелого груза. Здесь пояс, не отматываясь до конца, применяется в качестве каната или веревки. Поверх краса надевается эляк, жилетка. В зависимости от региона проживания курдов и климатических условий меняется форма эляка. Он может быть, первое, без рукав, второе, может иметь рукав, укороченный по бисепсу или локоть, третье, либо иметь длинный рукав, походя на тканевый жакет. На ноги надевают гуря, чулки, а зимой гуря рыс, шерстяные носки. И сол, обувь или чарых, мужские кожаные сандалии на веревках. В южных жарких регионах
костюмах курдских мужчин отсутствует эляк, и поверх краса рубашки надевается старфаны, нечто средней рубашки и пиджаком, заправляемых в брюки. Традиционная курдская старфаны под воздействием европейской традиции было больше приближено к пиджаку. Она стала плотнее. У него появились жесткие плечи, ласканы и карманы. Для этого мужского костюма длина пояса, называемого штаны, достигает всего 3-4 метра. При этом пояс накручивается против часовой стрелки. На ноги надевается гуля, носки и пера, белые курдские национальные туфли. Мужская курдская национальная одежда чаще блеклых цветов. Для каждого вида деятельности используется свой цвет. Так, например, для праздника костюм обычно шьется бежевого или песочных цветов. Для официальных приемов черного или белого. Для повседневной жизни лучше всего подходит одежда серого или коричневых цветов. Рабочие обычно одевают синюю одежду. Военные костюмы у нас зеленых цветов. Спасибо за внимание. Как рассказывают наши рассказчики? Скучно? Нет. Интересно? Вот эти все курдские слова, они, возможно, сложно воспринимаются на слух, но мы хотели бы, чтобы вы представили себе общую картину, что из себя представляет курдский костюм, курдские танцы. Вот, и поэтому мы не надеемся, я не буду вас потом спрашивать, как называется тот или иной элемент, но попробую понять, насколько вы осваиваете вообще информацию. Информацию, может быть, немножко необычную, или же касающуюся народности, о которой, может быть, кому-то из вас вообще ничего не известно. Мы посмотрим на гибкость вашего ума, на вашу способность слушать и вообще, какие у вас есть таланты? Есть люди, которые воспринимают информацию очень быстро и сразу, четко. Кто-то воспринимает ее на слух, у кого-то фотографическая память, но у каждого человека свои таланты. И мы надеемся, что вы сейчас эти таланты свои проявите. Слово предоставляется следующему докладчику Нуре Ашири. Пожалуйста. Здравствуйте, спасибо за предоставленное слово. Я бы хотела немножко вкратце рассказать о курдском фольклоре, о достаточно таки богатом фольклоре. Из глубины веков до нас дошло богатейшее наследие курдского устного народного творчества. В курдском фольклоре отражена история этого древнего народа, его многовековая борьба за свободу, за национальное самоопределение. В нем также отражены отличительные черты курдов. И хотя в силу ряда исторических, социально-экономических и политических причин произведения курдского эпоса слагались в разных частях Курдистана или же за его пределами, но все равно с течением времени они становились достоянием всего народа и, обновляясь с каждым новым поколением, дошли до наших дней. Еще говоря о курдах, академик Мар в своем труде «Еще о слове Челеби», посвященному вопросу о культурном значении курдской народности в истории Передней Азии, пришел к выводу, что курдские племена представляли и продолжают представлять независимый фактор, значительную общественную и культурную силу. Ключ этого явления Мар советовал искать в богатом курдском фольклоре, в курдских сказах и песнях. Естественно, что устное народное творчество курдов постоянно находилось в центре внимания многих выдающихся ученых-востоковедов и путешественников Востока и Запада. Оно по праву заслужило и их высокую оценку. И почему это произошло? Потому что курдский фольклор, он разделил участь народа, выдержав самые жестокие испытания. И не только выдержал, но также он постоянно обогащался в этих условиях. После своего путешествия по Курдистану в 1914 году профессор Минорский написал, что у курдов очень богатая народная литература, масса сказок, народных преданий, песен. И также советский востоковед Хализов во вступительной статье к переводу книги Никитина «Курды» отмечает, что курдский фольклор по разнообразию жанров и сюжетов занимает одно из первых мест на Ближнем и Среднем Востоке. Внимание к курдскому народному творчеству объясняется тем, что в нем содержится, что ни на есть, верное изображение быта курдов, нравов, обычаев, его верований. И возникновению многочисленных произведений народного творчества курдов главным образом эпических и лирических способствовал их воинственный характер. Несомненно, многие эпические сказания и песни, также легенды и повествования несут на себе отпечаток далекого прошлого, и также они могут служить материалом для изучения этнографии курдов и некоторых событий их истории.
Также в курдском фольклоре особое место занимают героические песни-сказы, которые связаны с реальными событиями, с реальными историческими лицами, которые сыграли важную роль в истории курдского народа и не только. Путешественники, которые побывали на Ближнем Востоке, свидетельствуют о том, что курдские песни, эпические сказы были любимы и бытовали не только среди курдов, но и среди персов, армян, арабов, ассирийцев и азербайджанцев, занимая почетное место в их устной поэзии. Хранителями курдского фольклора в основном являются крестьяне. Среди них также есть профессиональные певцы, которых называют денгбежи, также певцы-сказители и ашуги. Денгбежи, они исполняют песни без музыкального сопровождения, а ашуги под аккомпанемент саза или же другого инструмента. Как свидетельствует академик Гордлевский, в северо-западном Курдистане народные поэмы даже разучивали в специальных певческих школах. В этих поэмах воспевались подвиги народных героев. В таких школах учителя знакомили учеников с устным народным творчеством, обучали искусству исполнения и передавали им свой опыт и мастерство. На юге Курдистана окончивших эти школы называли шаирами. То есть в этих школах учили тому, как также передавать это все из поколения в поколение. То есть многие песни до сих пор не записаны, а передаются устно, из уст в уста, как говорится. Богатая героическая история курдского народа сохранила для нас имена многих значительных курдских поэтов и писателей. Хотя до XIX века сами памятники курдской литературы не были известны ориенталистам, и некоторые ученые, не зная о существовании этих памятников, считали, что курды народ бесписьменный, который не создал своей литературы. Однако после ряда некоторых исследований это было уже опровержено. Обнаружение письменных памятников курдской литературы и их предварительные исследования дали возможность ученым утверждать, что курдский народ – создатель оригинальной самобытной национальной литературы. Так же, как я ранее отмечала, у курдов наследие устного народного поэтического творчества, которое дошло до наших дней, и его своеобразие этого курдского эпоса, его высокое художественное совершенство ставит его в один ряд с выдающимися памятниками мирового фольклора. И хоть эпические сказания создавали курды различных вероисповеданий, таких как сунниты, шииты, езиды, однако устное народное творчество оказалось не подвластно разного рода религиозным догмам. Также можем отметить, что в курдском фольклоре отражены отличительные черты народа, его национальный характер, история его социальной и освободительной борьбы. И здесь самое ведущее место занимают героические песни, потому что нам известно, что на протяжении многих лет курды ведут борьбу за свою территорию, поэтому героические песни и занимают ведущее место. Их героями являются в основном охотники, пастухи. Герои эти завоевали в широких массах большую популярность, так как они выразители народных стремлений и чаяний. Но если простой народ наделен положительными чертами, то этого отнюдь нельзя сказать о представителях курдской аристократии. То есть последние в основном всегда описывались резко отрицательно. Одна из основных тем курдского фольклора, также, как я и говорила, освободительная борьба против иноземных угнетателей. В них также ярко отражено пробуждение самосознания и идея объединения многочисленных племен. В курдских эпических песнях также бок о бок с мужчинами выступают женщины, их жены и матери. Курдская женщина достаточно описывается подробно, она умна, она дальновидна, при виде несправедливости она становится, то есть, свирепой, не какой-нибудь покладистой женщиной, она предпочтет умереть, но не позволит опорочить себя, опорочить свой род. Также курдская девушка может постоять за себя, за свою свободу, и вопреки воле родителей может также убежать с любимым или просто уходит к нему в дом, откуда согласно древнему обычаю никто не имеет ее права выгнать. Герои и героини этих поэм стали не только примерами того, как можно бороться и умирать во имя любви, но и превратились в символ гневного протеста против устаревших нравов и традиций.
Также в курдском фольклоре восхваляется моральная чистота народа, гостеприимство, великодушие, уважение к старшим, возвеличивается благородный хозяин, готовый на всяческие жертвы для своего гостя. Даже если враг входит в дом человека, то есть если при этом гость просит милосердия, герой, как бы глубока ни была его обида и какой бы между ними ни произошел конфликт, он снисходителен и радушен, потому что гость есть гость. Герой курдских песен-сказок искренен, честен, хлебосолен, он предпочтет умереть, чем солгать или изменить своим сородичам, единомышленникам, и достаточно изображается, скажем так, гордым и величавым. Также героические песни и сказы связаны по большей части с реальными событиями, историческими лицами, как я уже говорила, которые когда-то сыграли знаменательную роль в истории курдов. Ни одно более или менее значительное явление или событие в жизни курдов не проходит бесследно. Писал об этом известный армянский писатель Рафи. И в заключение хотелось бы сказать, что хоть и некоторое время курдов считали народом бесписьменным, между тем памятники курдской литературы имеют тысячелетнюю давность. И с помощью них появилась возможность более подробно узнать некоторые нравственные и культурные ценности современного курдского общества, понять их уклад жизни, которые нашли отражение в их литературных памятниках. У меня все. Спасибо большое за внимание. Я хочу вам продемонстрировать, как завязывается курдский платок. Так, Фарида Алиева здесь на месте? Так, вы готовьтесь, сейчас я покажу, продемонстрирую, чтобы наши студенты не скучали, времени у нас тоже осталось мало. Смотрите, курдский платок, он завязывается, собирается в треугольник. Его можно использовать по-всякому. Как сказал Александр Павлович, он хорошо знаком с этим платком. Как же завязывается платок на голову? Смотрите, я покажу это на себе. Внимательно смотрим, как это завязывается. Платок носят и мужчины, и женщины. Если для других обществ мужчина может не надевать платок, и это считается чем-то, может быть, немножко ненормальным, но для курдов платок носит в первую очередь мужчины. И вот один из разновидностей завязывания платка вот так, и носит его также вот так. Это один Женщины завязывают так же, да? Разницы нет? Женщины завязывают, также могут завязывать, но у них немножко другая структура, другой платок, поэтому он висит тоже по-другому. Дальше. Есть возможность завязывания платка, то есть продолжение завязывания этого платка, когда его полностью закрывают. И, ну, конечно, я себя не вижу, поэтому это нужно будет сделать так, чтобы это все висело. Так, это получается две разновидности завязывания. Дальше есть такой вид завязывания платка, когда нужно зацепить зубами, завязать платок. Ой, вы где? Я ничего не вижу. И приподнять. Приподнять. Получится. Платки бывают разные, они бывают длинные, поэтому бывает, что их собирают на одну сторону, то есть одна сторона будет собранная, другая сторона будет опущенная. Неважно, правая и левая сторона. Что можно сказать еще о платках? Они имели и сейчас имеют разные цвета, и по платкам можно было определить, с какого рода. То есть можно было определить, с какого рода проходящий по улице человек. Еще одна очень интересная деталь. Если вы будете в Курдистане, вы можете по платкам определить, женщина замужняя, незамужняя, девушка проходит, она обрученная или же свободная. У курдов не принято надевать кольца, то есть кольцо нет такой, в курдской культуре нет такого понятия, как кольцо. Поэтому главную роль здесь играет именно платок. Если вы видите, что девушка носит на голове кофи, который вы видели, кофи, это означает, что вот эта женщина, как бы она ни выглядела, на 20 лет, 25 лет, это значит, она имеет свой собственный дом. То есть она имеет свой собственный дом. Если кофе у нее нет, то значит, она является чьей-то супругой, но живет в доме отца и матери, своего мужа.
То есть, когда семья отделяется, то есть молодожены, когда отделяются из дома своих родителей, то уже девушка обладает правом носить кофе. Кофе это своего рода корона. Корона, что я хозяйка, имею собственное, собственное имущество, собственную недвижимость, собственную семью. То есть самостоятельно. Если вы видите, девушка носит платок и волосы у нее открыты, значит это невеста. Молодая невеста. Если платка вообще на голове нет, а для Ближнего Востока это необычно не иметь платка на голове, но только не в Курдистане, не среди курдов. Потому что у курдов нет такого обязательства для женщин носить платок. Поэтому очень часто окружающие курдов другие мусульманские народы иногда даже относятся к курдам, говорят, ну что же вы, потому что большинство курдов исповедуют ислам, говорят, ну что же вы за мусульмане, когда ваши женщины ходят с открытой головой. Или же элементы костюма очень яркие, что не принято для Ближнего Востока, которое должно все быть монотонно или темных цветов. А у курдов вы видели все костюмы на свадьбах, на мероприятиях всегда яркие, розовые, красные, ну кроме мужчин, у мужчин все поскромнее. Я даже помню, когда наши фольклорные коллективы выступали в Москве, в различных регионах, всегда говорили, а почему у мужчин такие блеклые цвета, ну какие-то скучные, ну, а у женщин такие яркие костюмы, они же даже не сочетаются. Вопрос не то, что сочетается или не сочетается, это такая национальная традиция. Мужчина своим костюмом не привлекает внимания. Не привлекает внимания. Его цель не привлечь внимание на свою внешность, у него более такая практическая задача решать вопросы, касающиеся обороны, защиты семьи, работы, обеспечения всем необходимым. Так, и еще один интересный момент в жизни курдского общества, когда как раз определить, кто к какому роду принадлежит, есть такая традиция, ее, вот эту метку делают именно на женщинах. То есть женщины, есть такая традиция, они делают татуировки на руки с изображением розы, меча, какого-то животного, птицы. И если вы увидите на руках женщин одинаковые татуировки, значит это женщины с одного и того же рода. То есть татуировки среди курдов приняты. Они делаются или на руках женщин, или даже на лице женщин. И с этим живут всю жизнь. То есть тату это не то, что придумано сегодня, это существует на протяжении многих тысячелетий. Сегодня во многих праздничных мероприятиях курдов используют хну для рисования. Поэтому на свадьбах вы можете увидеть, что женские руки, они все разукрашены разными узорами, которые символизируют какую-то принадлежность к определенному роду. Я сейчас предоставляю слово Фариде. Тамбур – это струнный инструмент с резьбой, разработан на протяжении многих веков. В курдских регионах, в таких курдских регионах, как Хавраман, провинции Керманшах и Лористан. Тамбур имеет размер 90 сантиметров в длину и 16 сантиметров в ширину. Резонатор имеет грушевидную форму и изготавливается обычно из дерева грецкого ореха. Шейка его обычно изготавливается из тутового дерева и имеет 13-14 ладов. В тамбуре обычно используются три металлические струны. Следующим будет дахол. Дахол очень широко используется в Курдистане, особенно на таких торжественных мероприятиях, как свадьбы и национальные праздники. Он имеет деревянный цилиндр, иногда и изготавливается из металла. Он с двумя калеными головками. Обычно в нее бьют с одной стороны большой деревянной палкой и с другой большой тонкой палкой. Блюд представляет собой продольную деревянную флейту, на котором играют в основном курды, проживающие на территории турецкого Курдистана, так скажем. Блюд, он является цельным, длина его составляет 80 сантиметров, и он имеет 8 отверстий для
пальцев сверху и одно отверстие для пальца снизу. Оба его конца открыты. Игрок держит флейту круто вниз, слегка под углом в одну сторону. Так, извиняюсь, здесь на рисунке, по-моему, блюром является именно вот светло-коричневого цвета. Видите, один инструмент. Вот он самый длинный такой, тонкий. Вот это и есть блюр. Звучание у него такое глухое и грустное, как тростниковое. Он тоже обычно изготавливается из дерева грецкого ореха и из тутового дерева. Следующий у нас чанг. Это деревянный струнный инструмент, похожий на арфу. Был очень популярен в Месопотамии 4000 лет до нашей эры. Чанг в течение времени много раз менял свою форму, и бывало так, что он становился инструментом не ручным. Струны были сделаны из козьих волос и кожи овец. В среднем чанг имел 18-24 струны. В древнее время на чанге преимущественно играли женщины, исполняя на инструменте сидя. Они играли пальцами правой и левой руки. Следующий у нас ситар. Ситар является прародительницей многих инструментов Востока. Современный ситар имеет 4 струны и около 27 ладов. Он также сделан и из жил животных и шелка. Звучание ситара существенно отличает этот инструмент от других лютень, и техника на ситаре достаточно сложная. Следующий у нас канун. Этот инструмент является струнным щитковым и типа цитры, но он обычно распространен в иракском и в иранском Курдистане. Он содержит 26 рядов струн, длина примерно составляет 100 метров в длину и ширина где-то 50 сантиметров. То есть канун обычно исполняется в составе оркестров и ассамблеи народных музыкальных инструментов. Даф. Даф является ударным музыкальным инструментом, один из редких инструментов, который сохранился до наших дней сегодня, в своей первоначальной форме. Даф представляет собой деревянный обод с натянутой на него кожей осестры. И к ободу прикрепляется примерно 60-70 медных или металлических колец, которые создают звучащие звуки. Даф обычно, как на картинке, держится двумя руками и исполняя на нем пальцами прием и иногда даже прием шлепка. Карманча. Карманча является струнным смычковым музыкальным инструментом. Он является обязательным инструментом для ассамблей профессиональных традиционной музыки клубов. Она обычно изготавливается из тонкой кожи рыбы или змеи. Корпус в форме груши, ширина примерно 10-15 сантиметров, длина 40 сантиметров,
Ну и этот музыкант обычно держит керманчак вертикально. Я немножко добавлю по национальным инструментам. Вы сейчас на рисунке видели, там, где было написано блюш, были инструменты, которые называются мэй. Мэй — это вот эти коричневые инструменты, поскольку это культура Ближнего Востока, поэтому многие из этих инструментов могут быть вам знакомы с другими названиями. Например, мэй армяне называют дудук. По звучанию они одинаковые, это идентичные инструменты, но в них отличается расстояние между отверстиями, поэтому у курдов есть такая нота си бемоль 2. Те, кто занимается музыкой, может быть, знают, есть нота си бемоль и есть си бемоль 2. Си бемоль 2, она ближе к ноте ля. Поэтому за счет разницы расстояния между вот этими отверстиями звук, издаваемый от мэй и от армянского дудуки, они по нотам не похожи. Но по качеству звука они одинаково звонкие. Перекликаются инструменты с другими народами, с соседними народами, так же как и танцы. Курдские танцы гуван, у ассирийцев тоже есть схожие танцы, есть у армян и азербайджанцев тоже могут танцевать похожие танцы. Они могут отличаться энергетикой и некоторыми элементами. Поэтому здесь те, кто знаком с культурой Ближнего Востока, не должны удивляться то, что инструменты могут быть пересекаться друг с другом, чем-то быть похожи, могут быть костюмы, национальные элементы могут чем-то перекликаться, быть похожи, и есть свои особенности. Как бы мы ни хотели, народы, соседствующие друг с другом, перенимают друг друга культуру, традиции и оказывают на друг друга влияние. Поэтому мы это можем видеть даже на территории Российской Федерации, когда культура народов, проживающих в центре России, она может немножко отличаться от тех, кто на периферии. Например, на Кавказе какие костюмы. У нас по времени, мы во сколько должны закончить? У них пара начинается. 14 мы их отпускаем. Так, хорошо, теперь я устрою небольшую беседу с вами, и мы сейчас проверим, кто из вас что слышал, что услышал. Я хочу задать вопрос. Вот девушке, которая вот в самом конце, прямо передо мной, в белом, у нее синий рисунок. Да, вот вы. Представьте, пожалуйста. Микрофон можно? Да. Я свой. Кнопочку нажмите. Да. Меня зовут Диана. Так, Диана, такой вопрос. Назовите название 2 курдских инструментов музыкальных. Один вот там, да, вот там. Блюр, чанг. Блюр, чанг. Так, фамилия? Дьяченко. Дьяченко. Дьяченко Диана. Так, хорошо, вам 1 плюс. Спасибо. Так, девушка в маске, которая... Да, вот вы. А других нельзя отвечать? Можно. Сейчас ты сначала точечно, а потом уже по желанию. Так. Я Кристина. Кристина, фамилия? Макарова. Кристина Макарова. Кристина, скажите, пожалуйста, можете сказать нам каких-нибудь 2 элемента курдского национального костюма, женского? Ой, первое чух, где, кофе и... Кофе, да. И вот я забыла, в чухку что-то говорили, вот я не помню название. Так, не подсказываем те, кто выступал, могут подсказывать подруги, однокурсники, соседи. Элек. Хорошо. Так, теперь мы с этого ряда спросим вот девушку в красном. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Анастасия. Анастасия. Фамилия Заря. Анастасия Заря. Вам такой вопрос. Сколько разновидностей курдского танца есть? Более 400. Правильно, молодец. Кто из вас сможет продемонстрировать, как завязывается платок? Пожалуйста, проходите. О, Да, обе. у нее свой есть. Нет, я Так, давайте. Зовут вас Вероника. Вы можете здесь встать спиной ко мне и лицом к стене. Да. Начинаем. Можно.
Так. Правильно. Один вариант. Второй вариант вы попробуйте, вы пока не уходите, если она не справится с вторым вариантом, вы ей подскажете второй вариант. Обычно надо очень туго, но вы можете сейчас. Так. Похоже на аккордеонку? Так, все правильно зовут? Ладно, хорошо, ладно. Спасибо, проходите. Ладно, и Кристина, да? Нет. Вероника. Вероника. Так, дальше. Следующий вопрос касается кто из вас помнит, как называлась фольклорная группа, благодаря которой на территории России удалось распространить те множество курдских танцев, которые были забыты курдами постсоветского пространства? В переводе на русский язык группа называлась «Новая жизнь». Только стесняется. Так, ну-ка попробуйте, кто это стесняется. Пожалуйста. На курдском. Я думала, «Новая жизнь» называлась группа на курдском. Ладно, слово «новое» по-курдски «ну». Правильно, ну, Жень, зовут вас? Ладно. Ладно, это не первый вопрос, да? Так, хорошо, ладно. Так, следующий вопрос. Что обычно воспевается в курдских песнях? Кто может сказать? Что обычно воспевается? Ладно. Они поются в честь, воспевается слава воинам. Слава воинам. Правильно. Правильно, да. Поаплодируем. И героям песни, героические песни очень много. Так. Еще вопрос. Мальчики, да, надо мальчиков сейчас спросить. Так. Кто у нас из мальчиков? Вон там, вот, сам край, вот зеленый. Да, представьте, пожалуйста. Игорь. Игорь, фамилия? Газарян. Газарян. Игорь. Игорь, вам такой вопрос. Я не знаю, обратили ли вы внимание, вот, например, мой костюм мужской, кто его одевает? Там по цветам мы рассказывали о том, какие цвета за какие профессии. Мужчины, в какой должности, специальности или в каких случаях? Коричневый. На официальных приемах можно носить коричневый? Нет. Нет, так. Значит, неофициальных приемов. Так, кто может сказать? Пожалуйста. Нет? повседневный. Правильно, в повседневной жизни называют коричневым. Алина. Алина, фамилия? Как? Тхамокова. Так, у нас уже есть 7 призеров. Так, дальше. Следующий вопрос. Кто может сказать, для чего носят мужчины синий костюм? Синий костюм. Вот девушка. Зовут вас? Носят рабочие. Алина. Алина. Фамилия? Крым Шамхалова. Ох, какая сложная. Правильно, рабочие носят синий костюм. Так, следующий вопрос. Сколько в курдском языке диалектов и какой из них самый распространенный? Пожалуйста, девушка. Представьтесь.
Надаева Милана. Всего в курдском языке 7 диалектов. Самый главный это курманджи. Курманджи. Так, и последний вопрос. Сколько насчитывается курдов примерно? Вообще в мире? Вообще в мире. Так, у нас 3 человека, да, сразу отвечают? Вот мальчик, видите. Мальчик? Спросим мальчика. Что? Давайте с каждого из них послушаем. Зовут вас? Владислав. Владислав. В последней переписи населения было подсчитано 67 тысяч курдов. 67, так, в России 67, правильно, так. А в целом в мире? Так. От 40 до 50 миллионов. От 40 до 50 миллионов. Зовут вас? Ангелина. Ангелина. Фамилия? Вара Машу. Тогда у нас получается, правильно, точно ответила Ангелина. Я приглашаю сюда Диану Диченко. Выбирайте цвет. Красный. Вы внимательно слушали, правильно ответили на вопрос. Кристина у нас, да. Так, Кристина у нас любит желтый. Это цвета, курдские национальные цвета, красный, желтый, зеленый. Анастасия Заря. Зеленый. Так, Лана, которая ответила на 3 вопроса правильно. Лана, За если игры, пожалуйста. с удовольствием, да. Красный. Так, Игорь. Ну, он как-то... Ну ты старался? Старался. Да, Если давай. я старался, да. Не все же одни девчонки, правда? Ну, Владислав молодец, он запомнил, сколько в России. Да. Отдельный приз Владиславу. Так, Вероника. Очень гармонично у нас это расходится цвета. Так, Алина Хамакова. Так, Милана Наталья. Милана, вам выбирать между зелеными. Так. Ангелина. Вам достался зеленый цвет. Цвет жизни. В курдском языке это цвет жизни, цвет женщины. Всех перечислил, да? Диана, Кристина, Анастасия, Лана, Вероника, Алина, еще Алина. А еще одна девочка была, Алина Ткамокова. Да. А, это была Алина Крымша. Да, вот. Алина Тхамокова, пожалуйста. Я смотрю, у нас один остался. Да. Вот я ответил точно на вопрос. Да, все Всего было. сколько? Пожалуйста. Вам остался белый цвет. На этом мы завершаем свое такое мероприятие, небольшой экскурс в историю, культуру курдского народа. Мы надеемся, что нам удалось хотя бы что-то донести до вас, что из себя представляет курдский этнос, и чем он живет, как он живет. И мы, конечно, надеемся, что, закончив высшее учебное заведение, каждый из вас сможет достичь той цели, которую поставил перед собой. Потому что, поверьте, все, многое. Ну, кто-то верит в силу природы, кто-то верит в Всевышнего, но многое зависит от нас самих. Какое вы примете решение, то и будет с вами происходить. Если вы будете всегда поступать правильно, четко, все обдумав, я думаю, вы сможете добиться в жизни многого. И не забывайте, что никогда человек сам по себе не растет. Когда он растет, всегда есть люди, которые его поднимают, которые его возвышают. Цените друг друга, цените отношения, но это никак не облегчит нам жизнь. Это может эмоционально нас удовлетворить на некоторое время, но это не решит наши проблемы.
Поэтому любое отношение, любой контакт, любая связь, они в жизни очень важны. Желаем вам успехов. И в университете не бывает никаких лишних знаний. Знания всегда нужны, знания всегда важны. Где-то что-то вам всегда понадобится. И цените своих преподавателей. Я их очень любил, очень ценил. И во многом то, что мне удалось в жизни достичь, я достиг благодаря им. И сегодня, пользуясь ситуацией, я хочу выразить благодарность всем своим преподавателям первого класса до университета за то, что они вложили в меня. И я думаю, что ваши преподаватели тоже вкладывают в вас. Кто-то из них может вам нравиться, кто-то не нравится, но это все мелочи жизни. Потом вы будете вспоминать, что они действительно сделали для вас очень много хорошего. Удачи, успехов! Благодарить, вы знаете, такие вот просветительские вещи важны и нужны. Я вообще уверена, глубоко, ребята, что не зная культуру слева и справа человека, ты можешь совершить кучу ошибок и сделать неправильно. Только зная культуру, мы уважаем, понимаем, мы относимся совершенно по-другому к многим действиям, моментам, как повязано там вот платочек, как надо сказать здравствуйте, как танец сокола станцевать, да? Вот это все очень важно. Вам большое спасибо, это сложно, да? Сделать презентации, найти вот эти самые главные моменты, которые стоит донести для нас. И знаете, ребята, я просто восхищена и покорена. Вы какие молодцы, вы слушали и вы смогли ответить на вопросы. Вот я сидела и думала, насколько вы внимательно слушаете. Очень переживала. Сейчас публика молодая, немножечко другая. И вот вы сказали, что ссорясь, говоря, а я считаю, вот как меня учил мой папа, простите, ребята, вообще не стоит ругаться и ссориться, потому что вот в этот момент, когда ты ссоришься и ругаешься, ты порой можешь говорить обидные вещи человеку, а потом ты будешь об этом сожалеть. Не надо, ребят, все можно решить мирным путем, уважая друг друга. Спасибо вам большое. Спасибо. Я сама выросла в Азербайджане, и вот я слушала вас, думаю, интересные моменты, насколько это вот совместимые вещи, да? Спасибо. Ребят, вам спасибо большое. Спасибо.